Please welcome our first fighter, Alexander Martinez. Ну что ж, основной карт турнира PFL 7 начинается, и приглашается на арену Александр Мартинес из Парагвая. 27 лет, 180 сантиметров его рост, 8 побед, 2 нокаутом, 4 сабмишеном, 2 решением, 1 поражение. Дебютировал он в 2016 году, бился в таких организациях, как Brave. В PFL провел в этом сезоне 2 поединка, выиграл бой с Лойком Раджабовым и раздельным решением. Причем тот бой он выиграл, а последний поединок проиграл Натану Шульту раздельным решением также. Александр Мартинес. Мастер сабмишенов этот парень. Выходит на арену. And his opponent, Luis Rajaba. Его соперник Лойк Раджабов, Таджикистан, 30 лет, 175 сантиметров его рост, 14 побед, 7 нокаутом, 4 сабмишеном, 3 решением, 3 поражения, все решением судей. Лойк начал свою карьеру в 2012 году и до 2017 не проигрывал, проведя 11 победных боев. Побеждал таких ребят, как Игорь Монтес, Расул Мансуров, Али Хасан. Проиграл Рашиду Магомедову в 2019 году на 2-м сезоне PFL решением. Была у него также ничья с Исламом Мамедовым, победа над Крисом Уэйдом и 2 поражения от Натана Шульта и Алекса Мартинеса. Боец, который любит работать на ближней дистанции, устраивать настоящую рубку. Провел отличный бой он с Шульте в сезоне 2019 года в PFL. Постоянно прессинговал его, оказывал давление, но Шульте, как всесторонний боец, сумел выиграть тот поединок за счет контроля у сетки и в партере. В сезоне PFL 2021 провел 2 поединка, проиграл Алексу Мартинесу раздельным решением судей в апреле и одержал победу над Ахмедом Алиевым техническим нокаутом в 1-м раунде. Well, good evening, fight fans, and welcome. We are live from Hollywood, Florida, with the official kickoff to the 2021 PFL Playoffs. We begin the night with the lightweight division, so get fired up, because it's about to get real. Introducing first, fighting out of the blue corner, he is a striker. Standing at 6 feet tall, he weighs in at 155 1/2 pounds. In 10 professional bouts, he has a record of 8 victories and 1 defeat and 1 no contest with 6 wins by way of stoppage. Fighting out of Grand Prairie, Alberta, Canada, by way of Paraguay, here is your number 4 seed, Alexander Martinez. His opponent, fighting out of the red corner, he is a wrestler. Standing at 5'8", he officially weighs in at 156 pounds. In 18 professional bouts, he has a record of 14 victories and 3 defeats with 1 draw, with 11 wins by way of stoppage. Fighting out of Dushanbe, Tajikistan, here is your number 1 seed, Loic Jaguar Paw Rajaba. Your referee in charge, Larry Folson. Итак, все готово к началу. Лойк Раджабов против Александра Мартинеса. Первый раунд. Смотрим. Идет сразу же вперед. Лойк Раджабов попытался донести боковой удар. И вот неплохо оказываются бойцы у сетки. Будет ли попытка перевода в партер со стороны
Лойка Раджабова увидим. Пока Мартинес сдерживает очень грамотно. Не дает своему сопернику осуществить тейкдаун Александр Мартинес. Но при этом пока продолжает давить Лойка Раджабов. И вот колено выбирается Мартинес. Бойцы оказываются в центре. Пробивает боковой удар Александр Мартинес. И тут же Раджабов попытался свои боковые донести до цели. Фронт-кик. Тут же боковой от Раджабова. Вновь у сетки оказываются бойцы. И очередная попытка прохода в ноги от представителя Таджикистана. И на этот раз удачно. Оказывается он сверху в позиции гарда. Неплохая комбинация. Показал в корпус, перевел на голову. Раджабов Лойк. Удерживает сейчас он корпус. Не дает Мартинесу подняться. Очень последователен и аккуратен Лойк Раджабов. Продолжается борьба плотная у сетки. Не ослабляет захват Лойк Раджабов. Но Александр Мартинес сумел выбраться. И бойцы вновь оказались в центре. Пробивает удар Раджабов. Встречает Мартинес неплохо, достаточно. Снова Раджабову удалось своего соперника зажать у сетки. Будет ли попытка перевода? Полторы минуты еще работать здесь. И колено пошло в дело от Александра Мартинеса. Хороший лоу-кик. И тут же джебом встречает Мартинес, но пропустил он боковой удар. Вернее, даже там оверхенд получился от Раджабова. Еще один. И снова настоящий открытый размен сейчас получился за 30 секунд до конца раунда. Клинч и боковой удар. Снова Раджабов идет вперед. И тут же левый боковой он запускает. Очень неплохо Раджабов сейчас действует. Мартинес вроде бы пришел в себя. Попытался Раджабов подхватить ногу. Не получилось. Раунд завершен. Ну что ж, вот так неоднозначно Раджабов вроде бы и наносил опасные тяжелые удары. И несмотря на то, что Александр Мартинес их пропустил, защищался он вполне себе неплохо, в том числе и от атак Раджабова
в партере, и в том числе от тейкдаунов. Но я думаю, что за счет работы первым номером, за счет прессинга, Раджабов первый раунд определенно должен был забрать. Ну, посмотрим. Рефери, мы видели, иногда выносит странные решения. Посмотрим, что увидели в этом бою рефери и боковые арбитры. Итак, второй раунд. Лоик Раджабов против Александра Мартинеса. Возобновляется бой. Вновь идет вперед, как и в первом раунде. Начинает агрессивно первым номером работать Раджабов. Снова взял захват Раджабов, но не сумел перевести в партер Мартинеса. Неплохой удар получился у Лоика, но продолжения не было. Снова в центре. Раджабов идет вперед. Пытается огрызаться Мартинес, но работает лишь вторым номером, и то не всегда. Сейчас пропустил кросс правый от Раджабова Мартинес. И да, все-таки удается Раджабову затянуть в партер Мартинеса. Ну и теперь не дать ему встать. Задача. Есть снова захват со стороны Раджабова. Захват корпуса. Нужно подсекать ноги. Снова плотная борьба у сетки. И пока просвета не видно, скажем так. Есть перевод в партер. Перехватил инициативу Александр Мартинес. Сам сейчас в атаке. Но по-прежнему у нас продолжается борьба за захват и попытки проведения ударов коленями. А тем временем второй раунд в самом разгаре. Подхватил ногу Мартинес, но не перевел в партер Раджабова. Минута 40 секунд остается до конца второго раунда. Хай-кик. И тут же пробивает Лоик Раджабов, причем очень похожий мы уже сегодня видели, который и определил исход встречи. Продолжается борьба на канвасе. Минута до конца. Разворачивается Мартинес. Раджабов забирает сейчас спину. Зафиксировался.
И идет есть на удушающий возможность прием. атаковать. Снимает захват. Мартинес и великолепно сам пошел в атаку. Уверенно Мартинес защищается в борьбе. Очередная попытка перевести от Раджабова. Неудачно. Фронт-кик. Попытался Мартинес прорваться на ближнюю дистанцию. Не получилось. Там его уже встречал соперник. И, соответственно, концовка не удалась представителю Парагвая. Но, тем не менее, поединок в целом складывается весьма неплохо для этого парня. Итак, третий заключительный раунд между Лоиком Раджабовым и Александром Мартинесом. Мы видим, как болеют за Лоика ребята. И нам показывают рейтинг эффективности во втором раунде. Чуть лучше был Лоик Раджабов. Итак, третий раунд начинается. Снова обмен, и снова бойцы оказались в клинче в центре. Лоу-кик от Раджабова. Еще один лоу. И тут же попытался Мартинес пробить двойку. Фронт-кик от Мартинеса. И очень сильно заряжен Лоик на удар с правой руки. Вновь попытка перейти в борьбу. Вроде бы и переводит, но чего-то не хватает Раджабову. И в партере пока что уверенно себя чувствует Мартинес. Продолжается борьба в партере. Не отпускает Лоик Раджабов своего соперника. Пытается эту позицию улучшить. Но и Мартинес, в свою очередь, никуда не дает двинуться Лоику Раджабову. И поэтому мы видим, что поединок примерно вот в таком ключе проходит. Зал скандирует «Рори, Рори», болеют за Макдональда. Но он из тех бойцов, которые особого внимания не требуют к себе. Продолжается борьба.
Хорошо сейчас Раджабов стянул соперника в партер. Оформил тейкдаун. Но теперь нужно какое-то продолжение. Да, надо заправлять ноги и пытаться выполнить удушающий, но не получилось у Раджабова. Продолжает он активно работать над тем, чтобы зафиксироваться в партере. Вот еще одна попытка. Вновь неудачно. И тут уже мы видим, что сам Мартинес пытается выполнить удушающий прием. Но не получилось. Бойцы по-прежнему атакуют друг друга в грэпплинге. Состязаются друг с другом. Подходит Мартинес к сетке. Видно, что силы уже Лойка Раджабова стали покидать. Все меньше мы видим позиционной борьбы с его стороны. А вот Мартинес свой темп наращивал. У Мартинеса были неплохие шансы закончить этот бой. Немного их было, но тем не менее они прослеживались. Ну, в общем, по ходу этого боя можно сказать, что Раджабов его вел все раунды и был лучше. Да, с минимальным преимуществом, возможно, отдадут Раджабову, хотя, опять же, второй раунд, да, собственно, как и первый, был весьма спорным. Был там эпизод, да, когда, допустим, Раджабов отдавал шею, и Мартинес брал плотный такой захват, гильотину. Но удавалось Раджабову из этой гильотины уйти. Хотя, наверное, это и были шансы Мартинеса как-то поменять, изменить исход этого боя. Да, много болельщиков у Лойка Раджабова мы сейчас увидели. А нам показывают статистику: 69 точных попаданий у Раджабова, 44 у Мартинеса. И сейчас нам осталось услышать судейский вердикт.
Ну что ж, все готово для вынесения вердикта. Но с моей точки зрения это всего лишь формальность и официальное объявление результата, потому как А вот нам показывают дебютный поединок в смешанных единоборствах Кларессы Шилдс. Совсем нелегким он получился. И переводили ее там в партер, и пыталась она там защищаться, но в конечном итоге одержала досрочную победу в третьем раунде. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards. And the totals are 30-27, 30-27, and 29-28. All for your winner by unanimous decision and clinching a spot in the 2021 PFL World Championship, Loic Radzhabov! Лоик Раджабов побеждает ожидаемо в этом бою. Поздравляем Лоика с этой победой. Браво!